Ассаламу алейкум, друзья. Приветствую вас. Витаю всех. Гутен Абанд и шалом алейхим. Сегодня 8 января 2026 года, 19 часов ровно по Берлину, 21 час по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Шок. Британия в тени, США в деле. Америка начала морскую войну с Россией». Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Смотреть для вас безопасно, я полагаю, а вот распространять ссылку, либо как-то себя идентифицировать в комментариях для вас небезопасно, друзья. Поэтому будьте осторожны. Что еще обычно мы говорим в таких случаях? Ну, давайте тогда всех приветствую еще раз. И давайте перейдем к нашей... у меня есть сегодня вопрос к вам. Вопрос называется: будут ли дальше задерживаться суда теневого флота России? Да или нет? Можете, это у нас идет в YouTube такой опрос. Заходите, отвечайте на вопросы. Шамиль, алейкум салам. Все будет Ичкерия. Дай Аллах, Шамиль. Дай Бог, дай Бог. Так, давайте главные новости. 7 января 2026 года два танкера, связанных с российским теневым флотом, сетью судов, используемых для обхода западных санкций на экспорт нефти из России, Венесуэлы и Ирана, были арестованы. Это часть более широкой кампании США по блокаде венесуэльской нефти после свержения Николаса Мадуро в декабре 2025 года. 3 января свергли Мадуро, но сама вот эта блокада началась пораньше. Вот все, что известно на текущий момент. Танкер Маринера, ранее Белла-1, это российский нефтяной танкер, который был захвачен силами США в Северной Атлантике, примерно в 190 милях от южного побережья Исландии, между Исландией и Шотландией. Захват произошел рано утром 7 января 2026 года, то есть вчера утром, после погони, длившейся более 2 недель. Танкер изначально направлялся в Венесуэлу за нефтью, но он ушел от американской блокады, сменил название с Белла-1 на Маринера и перерегистрировался под российский флаг. На борту нарисовали российский флаг. На момент захвата он был пустым, без нефти, но по данным США ранее перевозил санкционную нефть для Венесуэлы, России и Ирана, включая связи с Хизбаллой. Также некоторые утверждают, что на этих танкерах, при помощи этих танкеров, перевозились дроны, которые доставлялись в Венесуэлу для того, чтобы начать войну против Соединенных Штатов Америки. Россия хочет всячески спровоцировать войну, чтобы латиноамериканцы ввязались в войну, чтобы Америка отвлеклась. У нее с Израилем не получилось отвлечь. Исламский, мусульманский мир не поддержал террористов Хамас, как мы знаем. Наоборот, поддержали многие, либо воздержались, либо поддержали Израиль и осудили Хамас. И сейчас Россия пытается до сих пор подстегнуть к боевым действиям страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты увязли в войне. В тот же день США захватили второй танкер в Карибском море. Он также входил в теневой флот и обвинялся в незаконной деятельности по перевозке венесуэльской нефти. Это второй захват в Карибах за последние недели. Ранее, в декабре 2025 года, был захвачен танкер «Скипер» или «Шкипер». Это первые известные захваты российских флаговых судов в США за десятилетия. И это усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой.
Береговая охрана, лидер операции были Соединенные Штаты, береговая охрана США, в частности катер, отслеживала танкеры с декабря 2025 года. Они пытались досмотреть БЛ-1 у берегов Венесуэлы 20 декабря, но экипаж отказался и танкер ушел. Специальные силы, вероятно, 160-го полка специальной авиации армии США, провели захват. Вертолеты высадили десант на борт. Операция прошла без сопротивления со стороны экипажа. Около 20 человек задержаны. Европейское командование США подтвердило захват по ордеру Федерального суда США за нарушение санкций. США также объявили о планах продать до 50 миллионов баррелей захваченной венесуэльской нефти и помочь венесуэльскому народу и распределить выручку. В этой операции поддержку Соединенным Штатам, очень важную поддержку, оказывала Великобритания. Министерство обороны Великобритании предоставило предварительную оперативную поддержку, базу, воздушную разведку и морскую логистику, танкер-заправщик. Это было по запросу США. Великобритания сама не участвовала в самом захвате, но подчеркнула, что приоритет сдерживания российского теневого флота. Великобритания уже ввела санкции против 520 судов теневого флота. Москва, в свою очередь, вроде там слухи шли, что подводная атомная лодка вышла в этом направлении. Видимо, пытались запугать американцев. Выразила озабоченность и слезно попросила отнестись к задержанным в соответствии с законом. Ну и отпустить их попросила. По-моему, Мария, как ее там? Короче говоря, МИД иностранных дел Захарова. Это была, по-моему. Дальше будут ли задерживаться суда теневого флота? Вероятно, будут. США и Великобритания заявили, что захваты предупреждения для всего теневого флота, около 1000-1500 судов. Великобритания и ЕС ввели санкции против сотен танкеров в 2025 году, что уже сократило флот и вынудило Россию использовать западные греческие, точнее, суда. НАТО выражает обеспокоенность темным или теневым флотом вооруженной охраны, особенно в Балтике и в Северном море. Эстония уже досматривала суда. Россия начала экспортировать танкеры военными кораблями. Россия начала эскортировать танкеры военными кораблями. Первый случай в Ла-Манше в июне 2025 года, что может привести к эскалации. Но Запад планирует усилить действия, по словам британского министра обороны Джона Хилли. Что говорят аналитики? Они отмечают, что санкции работают, флот сокращается, а захваты повышают риски для России. Ожидаются новые операции, особенно в Атлантике и в Карибах, но с риском ответных мер от Москвы. Ситуация развивается быстро, с риском эскалации. Венесуэла, временное правительство, уже обсуждает нефтяные сделки с США под их условиями. А Россия и Китай апеллируют к ООН, но без реальных контрмер. Вот такая вот интереснейшая ситуация складывается, друзья. И давайте об этом и многом другом поговорим. Сейчас я почитаю ваши комментарии. Я смотрю, здесь нам люди заходят. Дели салам ашхоль, аслабяк машховоль, эркин шалом алейхим. Так, в Иране тоже все плохо дела. Да, в Иране тоже, сейчас мы об этом тоже поговорим. В Иране есть оппозиция, в отличие от Рашки. Говорит, Асланбек, да, Асланбек. Хамид говорит, Путин трус, не смог защитить свои танкеры. Не то слово, Хамид, не то слово. Трус еще тот. Сейчас поступает информация, что Путин после ареста Николаса Мадуро очень просто испугался. Очень просто. Короче говоря, вообще
Плохо Путину. Плохо. Трамп готовит санкции против Армении и Киргизстана. Ничего себе. Вроде с Арменией вроде только подружились. Как, что за санкции против Армении? Против Китая и Индии. Ну, против Китая и Индии понятно. Ну, Армения-то при чем? Видимо, занимается нарушением санкционного режима, наверное, Армения занимается. Потому что в Армении хоть и есть Никола Пашинян, а при всем при этом в Армении очень мощное российское лобби. Такое уже обрусевшее, такое русифицированное лобби, скажем так. Да, если это так будет продолжаться, но пока есть у русских кушать в холодильнике еще телевизор. Я думаю, Асламбек, даже если у них в холодильнике нечего будет кушать, они будут есть друг друга, но против власти не пойдут. Для них власть, они ею так запуганы, что они боготворят свою власть. Они ее боятся, как верующий человек боится Бога. Поэтому верующий человек, если настанет голод по любой причине, он будет еще больше молить Бога, но не пойдет с войной против него, соответственно. И поэтому русские будут себя есть, будут в лаптях ходить, друг друга есть, но против власти не попрут. Есть отдельные группы людей, конечно же, есть. И в Украине есть, и в России есть. Это факт. Но масса, я имею в виду про большинство. Так, видимо, Путин попросил Белый дом не арестовывать его, и поэтому Владимир попросил Трампа арестовать Рамзана. Да, кстати говоря, очень интересная тема ты поднимаешь. Владимир Зеленский, мне уже надоело, знаете, выступать над этим объяснителем этим людей. Владимир Зеленский заявил, что предложил США провести операцию по захвату и вывозу Рамзана Кадырова, аналогичную той, что была осуществлена в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По словам Зеленского, это могло бы стать способом надавить на Владимира Путина, чтобы он задумался о завершении войны в Украине. Вот прямая цитата из его заявления. Вот, пожалуйста, вам пример с Мадуро. Так, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Но пусть они сделают какую-то операцию с этим, Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это и задумается. И у меня возникает вопрос к Владимиру Александровичу. Владимир Александрович, почему вы предлагаете США арестовать именно Рамзана Кадырова и называя его убийцей, марионетку Кремля, вместо того, чтобы говорить о его хозяевах, реальных архитекторах войны, главных убийц украинского народа Путина и Патрушева? Почему вы выступаете в качестве оппозиции Кадырову? Может, вы бы сказали Пушилина еще американцам задержать? Или же, может быть, Аксенова из Крыма вы попросили бы задержать? Очень странно, когда такие вещи слышишь от президента, который уже похоронил десятки, если не больше тысяч своих граждан, который уже 11-й год, 12 уже скоро год пойдет, или 12 лет уже война идет. Территория оккупирована. Ну, колоссально, но это все, весь мир видит это, наблюдает. Почему не Путина, почему не Патрушева? Почему какую-то марионетку, которая будет заменена вот так? Там ждут заменить на Даудова, там, на кого-то другого. Он уже подготовил своих сыновей в случае чего, чтобы они стали на его место. Там внутри есть борьба за власть. Да? Магомед Даудов, например, очень уже размечтался. Что-то сейчас эта тема немножко отошла. Но очень сильно продвигали вот эту персону. А говорят некоторые, что это человек Патрушева. Я не понимаю просто. В Украине все многие пропагандисты, которые пропагандировали за убийство, геноцид чеченского народа, спокойно проживают в Украине. Ну, тот же Невзоров, там многие другие там есть, присутствуют. В Украине Ахмед Закаев
по какой-то причине, который называет себя россиянином, то есть подписывает документы о том, что Россия, что ему вообще не интересна независимость, это решит господин чеченский народ, как он говорит, который решил, кстати говоря, просто Закаев забывает об этом. А, Почему вот такое вот отношение? Вот как будто, знаете, в Украине есть чеченцы. Неправильно будет про одного Зеленского это говорить. Вина еще лежит на тех чеченцах, которые находятся в Украине. В Украине есть не всех, конечно, на некоторых, как и на всех украинцах. Как так получается, что чеченцы, которые там воюют, они там Кадырова вызывают куда-то? Почему не Путина? Почему не Патрушева? Просто интересно. За все это время Украина, Буданов, Кирилл Буданов, которого сейчас сделали главой офиса президента, или кто там бьет, СБУ бьет или ГУР бьет по России своими дронами, не бьют по ФСБ, а если бьют, то бьют 2 или 4 часа ночи, когда там никого нет. Ну вот почему такая война? Вот просто для примера, мы же все думающие люди, правильно? Вот Израиль воюет с Ираном. Как бил Израиль? Бил по генералитету, по руководству, куда только смог достать. И это было видно, что вот война по-настоящему. Вот это враги для Израиля. А кто тогда ваши враги? Кадыров ваш враг? Так вы же себя опускаете на уровень Кадырова тогда. Какого-то Пушилина или Аксенова. Ну, попросили бы захватить Аксенова вместе с Пушилиным. Почему нет-то? Просто очень странно так. Вот, и это постоянно вот это дальше идет. Вот ты говоришь об этом, вроде люди все понимают. Абсолютно. Вот дальше вот одна и та же вот пластинка. Сменить Кадырова и оставить нас в части России. Понимаете? Вот для чего Закаев. Вот кого Закаев вокруг себя собрал, они все будут обмануты. Никто не хочет деоккупации Ичкерии. Понимаете? Они хотят заменить Кадырова, который будет более покладистый, более послушный или еще по какой-то причине. А то, что чеченский народ законно вышел из Советского Союза, никогда не входил в так называемую российскую так называемую федерацию. А для чего это делается? Чтобы уйти от ответственности за геноцид чеченского народа. То есть мы были боевиками, бандитами, все наши дети, женщины, все заслуженно убиты. Ну давайте тогда мы тоже будем так же говорить, Украина тоже часть России, Великого Советского Союза. Ну, так же выходит. Давайте будем, тогда Зеленский, почему с Пушилиным не сядете, переговоры не проведете? Просто невероятно. Как такое можно говорить? Как такое можно говорить? А Путин путинисты утверждают, что Зеленский он вообще за стол переговоров не сядет. Что пусть другой кто-то будет с ним подписывать документы, типа он нелегитимный и так далее. Вот такие вот странные вещи происходят, что иногда кажется, не за дураков ли нас держат вот эти все товарищи. На самом верху в Украине происходит коррупция. На самом верху. Просто ближе некуда, просто впритык на самый верх. У Кирилла Буданова, заместителя в коррупции подозревают. Я не утверждаю, что Кирилл сам замешан. Но вот такая вот была ситуация. Все мы помним. Помним, что случилось с Ермаком. И все. Идет война, гибнут люди. Кто-то деньги ворует. Никого не сажают. Значит, если какой-то там рядовой гражданин что-то украл бы, ему дали бы 10 лет. Да, или бы послали бы на фронт. Этих никто не сажает, никто не привлекает. Ну, а тогда люди теряют, веру теряют, то, что делают, сакральность теряется всего, что происходит. Да, все вы, конечно, миллионерами станете, вы все богатые люди будете. Дай Бог, чтобы ими были. Ну, кровь же льется. Рекой кровь льется. Так же нельзя. Так же нельзя. Вот Кадыров. Ну, просто невероятно. Невероятно. Почему так происходит? Не знаю. Зачем Зеленскому Кадыров вообще, он же никто? Вот абсолютно, Иркин, вот я об этом как раз и говорю. Зачем? Зачем? Для чего? Испугать Кадырова? Он больной, еле ходит. Ну, он, думаете, там что-то решение принимает? Ну, сказали бы тогда Дмитрия Кечкина захватить.
Если кто, вот республики, кто главный, значит ФСБ мешает Кадыров. Какой-то группе ФСБ мешает Кадыров. И теперь Зеленский хочет поменять, или выявляет свое желание, выявляет, поменять непосредственно. Алаудинов больше вреда наносит Украине, чем Кадыров в данный момент. Тут вот эти вещи меня настораживают. И знаете, это некрасиво со всех сторон. Маркарова со своими офшора приближена теперь к Владимиру. В этом есть заслуга типа оппозиции, таких как Киселев. Вот Киселева забыл как раз, спасибо, что напомнил. Невзоров, Осечкин, Закаев. Да? Странностей очень много в Украине. Да, Элькин, очень много. Надо бить по центрам принятия решения. Почему не бьют, так как есть договоренность? Да? Представьте себе, по Путину сказали, ударили дроны. Прилетели дроны, там что-то там, сколько-то, 90 дронов, 91. И все возмущаются, как по Путину посмели, туда-сюда. Ну, это вообще, это как такое возможно? Это вы скажите Израилю, вот ударил по Хаменеи, уничтожил его, или не уничтожил, хотел ударить. Сказать, как, зачем? Это же верховный главнокомандующий, это же их аятолла, как ты можешь бить по аятолле? Вы что, не можете? Это смешно, законная цель, в военной форме сидит, командует, верховный главнокомандующий. Мы все видели видео, где он всех собрал вместе с Патрушевым, и они там начинают войну против Украины. И все возмущаются, как по Путину нельзя бить? Ну, не знаю, может... А по кому можно? По простому украинскому парню и девчонке можно бить им, а украинцам нельзя отвечать. Интересная, конечно, получается тема. И все это тема номер один. Да по Путину ударили. Потом оказалось, не ударили. Или все-таки ударили. И непонятно, и все возмущаются. Законный комбатант, законная цель. Это военный человек, верховный главнокомандующий. Он начинал войну против Украины. Не понимаю просто. По Кривому Рогу ударили баллистическими ракетами. Да, выражаю соболезнования. Каждый день нужно выражать украинцам соболезнования. Да, бьют по мирным гражданским, бьют, как и Иран бил. Иран бил именно по гражданскому населению, потому что не мог достать политиков, военных. И для Израиля каждая человеческая жизнь имеет значение. Точно так же бьют и по Украине россияне, как они и любят делать. Вообще Путин... Так, ладно, это я не буду читать. Буданов крышевал коррупционеров, сейчас рокировка произошла. Да, похоже на то. И знаете, вот по поводу замены, Путин хочет, вот Эркин пишет, поставить президентом российского человека своего вместо Зеленского. Ну, получается, тогда Зеленский, кто-то на Западе хочет ФСБшного другого человека поставить. Тогда, необъяснимо это. Кроме как нехорошим таким выводом. Это ни к чему другому не приводит. Отвратительному выводу приводит вот эти вещи. Вот теперь понятно, почему интерес чеченского народа игнорируется. Россия использует чеченцев. И здесь пытаются тоже играть. Там, Закаевым попользоваться.
Ну, чисто так. А интересы чеченского народа, и украинского народа никого не волнуют. Понимаете? Никого. Вот вам. Как думаешь, будет война с Европой или Америкой, или не дойдет до этого? Ну, исходя из того, что сейчас мы наблюдаем, с Америкой и войны не будет. С Европой, пока идет война в Украине, русские не посмеют никуда полезть, потому что ну, они просто не справляются. Они не справляются с Украиной. Украина держит за пятачок у этого кабанчика, который влез к ним. И ну, после вполне возможно. Но смотрите, что значит война? Сейчас мы живем в такое время, что нет такой открытых там армий друг против друга там, и так далее. Ведется гибридные так называемые войны. Гибридные войны говорят о том, что у нас в Германии, сейчас мы возвращаемся к другой теме, Россия проводит террор исламскими террористами, особо, видимо, не получается. Дай бог, чтобы не получалось. Но потому что немцы всех под контролем держат, видимо. И так не получается, видимо, у них ничего сделать. И используют какие-то там левые, там эти, третьи, десятые. Вот у нас, например, в Берлине были, не только в Берлине, были теракты, на диверсии на путях поездов, обрывались, ну, много что там было, много вы, наверное, слышали, много что было, много что делали, там, грабежи, там, все, там, криминал привлекается, и за этим стоит Россия, резкая такая эскалация вот этого криминалитета и диверсии, а сейчас уже открытые теракты, вот на основе вот, из социальных сетей, которые я тут нашел, и новостей, которые есть случай, известный случай, который связан с терактом на энергетической инфраструктуры. То есть была подожжена теплоэлектростанция, приведшая к отключению электричества и отопления. И второй, попытку вчера в земле Северной Рейн-Вестфалия, которая якобы не удалась. Однако подтвержден только один крупный инцидент в Берлине. Смотрите. Рано утром 3 января 2026 года произошел поджог кабельного моста над каналом Тельтов на юго-западном Берлине, недалеко от газовой ТЭЦ. Огонь повредил несколько высоковольтных и средневольтных кабелей, что привело к массовому отключению электричества. Изначально без света, отопления и горячей воды остались до 45-100 тысяч человек, домохозяйств, не человек, домохозяйств. И 2200 бизнесов в районах, ну, и включая, ну, много районов. И это один из самых длительных блэкаутов послевоенной истории Берлина. В некоторых районах электричество отсутствовало до 5-7 дней, до полного восстановления 7-8 января. Температура в это время была ниже нуля, до -9. Это сейчас самое холодное время у нас здесь, в Германии. Таких морозов, ну, у нас не часто здесь бывает. И вот сейчас происходят вот такие вот события. Именно Россия, как обычно, использует вот по поводу воюет, будет воевать Россия против Европы. Она воюет уже, по факту, гибридно воюет. При помощи мороза, это ее оружие, которое есть. Савелий, приветствую. Температура в это время была ниже нуля, -9. Это усугубило ситуацию. Люди мерзли, в домах рисковали лопнуть трубы, а в квартирах могла появиться плесень. Были эвакуированы дома престарелых, школы и больницы, работали на генераторах. А власти открыли временные убежища в спортзалах. Военные Бундесвер и федеральная полиция помогали с ремонтом и охраной. Ответственность взяла левоэкстремистская группа Вулкан Групп, известная с 2011 года. Они опубликовали манифест, около 2500 слов в интернете, где заявили, что атаковали фосильную экономику.
климатический кризис, капитализм, центры искусственного интеллекта данных и зависимость от ископаемого топлива. Они извинились перед менее богатыми жертвами, но не перед богатыми. Группа ранее атаковала инфраструктуру. В 2024 году подожгли кабель у завода Тесла в Берлине. Остановка была производства тогда. В сентябре 2025 года похожий инцидент произошел в Берлине. Полиция классифицирует их как левый экстремизм и терроризм. Федеральная прокуратура взяла дело под контроль, подозревая антиконституционный саботаж, поджог и членство в террористической организации. Мэр Берлина Кай Вегнер назвал это террористическим актом, а не просто саботажем, и подчеркнул угрозу для жизни людей. Экономический ущерб огромный, бизнесы закрыты, люди не могли работать. Это выявило уязвимость инфраструктуры, кабели были незащищенными, а ремонт занял дни из-за отсутствия резервов. Правительство обсуждает усиление охраны критической инфраструктуры, включая энергообъекты. Анализ текста, написанный вот этой бандой Вулкан, группой Вулкан, заявление Вулкан Групп показал странные формулировки, грамматические и орфографические ошибки, которые нетипичны для носителей немецкого языка. Некоторые эксперты предполагают, что оригинал был на русском, возможно, машинный перевод. Это может указывать на то, что группа «Полезные идиоты» или прокси для ФСБ и ГРУ, которые используют левых активистов для дестабилизации. Так как все силы брошены на исламистов, теперь можно объяснить, почему здесь в Германии есть группа исламистов, и которые просто ничего не делают, но они такие активные. Вроде закон не нарушают, но они и есть в таком большом. Они у нас тут под Берлином как раз недалеко проживают. В большом количестве там много чеченцев проживает. И там есть и чеченцы, и дагестанцы, и там другие это под видом радикалов, которые ходят. И все силы брошены в наблюдение за ними. Что, угроза. А это, видимо, делалось специально, отвлекалось. Что все силы отвлекаются вот на этих радикалов, а сейчас используют левых, на которые как бы меньше внимания уделялось. Вот такая вот ситуация происходит. Россия использует гибридные методы, саботаж, кибератаки, влияние на дестабилизацию. Берлинский инцидент, теракт, вписывает в это. Россия могла использовать такие атаки, чтобы подорвать доверие к властям экономики. Bloomberg отмечает, что это часть фазы Zero, подготовки к войне. Также упоминается, что АФД, которую обвиняют в пророссийских связях, задавала вопросы в парламенте именно об этой инфраструктуре в Берлине, что может быть совпадением или подсказкой. Пока нет прямых расследований, доказательств, расследование продолжается, но Россия имеет историю использовать прокси для саботажа в Европе. Если связь подтвердится, это усилит напряженность. Некоторые СМИ подчеркивают левых радикалов, чтобы отвлечь от возможного русского следа. Да, именно так. Искусственный интеллект, и проанализировав текст, который выложили вот эти группа «Вулкан», она может находиться в Москве, очень спокойно. Интеллект предположил, будто эти формулировки исходят из русскоязычных людей. Ни один самый радикальный революционер, который ненавидит свою власть и правительство, не стал бы наносить такой неизбирательный удар по собственным гражданам, тем самым, за кого он якобы выступает и борется. Это типичное оружие России. Именно так они вели себя в отношении Чеченской Республики Ичкерия. Также они действуют сейчас против Украины. Оружие холод при помощи холода. Похоже, начали применять против Германии теперь. Диверсии и террор на территории Германии далеко не первые в этом роде и, судя по всему, не последние. Особенно учитывая текущий геополитический контекст. И знаете, здесь у нас в ТикТок, в YouTube сидят разные блогеры, которые абсолютно пророссийские. Да, может быть, у них есть у кого-то там документы, может быть, у них там есть, они не нарушают там
свободу слова, там, закон и так далее. Но сейчас идет очень серьезная война против Германии. И Германия – это главный враг России на сегодняшний день. Все действия, которые предпринимаются, большинство действий предпринимаются против Германии, все остальные сопутствующие действия также нацелены здесь, в Европе, в других странах, нацелены на то, чтобы либо вывести террористов или каких-нибудь там провокаторов, которые здесь находятся, вывести с территории Германии туда спрятать, либо завести оружие, либо еще что-то сделать. Здесь у нас в Германии, например, похищены патроны. Вот с завода везли патроны, там несколько десятков тысяч патронов, что ли, похищено. Ну, короче, можно очень долго воевать, на самом деле, если так пойдет какая-нибудь там группировка начнет. Потом, ну, много чего, сейчас я всего говорить не буду, но ведется очень большая работа против Германии. И сидят разные блогеры здесь, какую чушь несут, там, антисемитскую чушь несут, антиевропейскую чушь несут, пытаются там очеловечить Путина, Патрушева, там, Русню. И это просто невероятно. Просто невероятно. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, друзья. Так, у нас в ТикТок были вопросы. Друзья, спасибо за подарки, спасибо. Ставьте лайки, распространяйте, распространяйте ссылку. Свободу чеченскому народу. Амин, ламаназ. Амин, амин. Чечен Репаблик of Ичкерия. Да, совершенно верно, друзья. Так, что у нас тут еще есть? У Гарри начался стрим, хотел бы с ним пообщаться, так как много радикальных бойцов ММА хотят получить доступ в Белый дом на кубок UFC. И тут возникает вопрос, зачем руснявые бойцы хотят туда попасть? Очень логичный и верный вопрос у тебя возникает, Шамиль. И у меня другой встречный еще один вопрос. А для чего американцы с ними заигрывают? Зачем Америка откровенным антисемитам, людям, которые призывают воевать против Израиля, разрешает в Америку приезжать? Просто непонятно. Непонятно. Путинские дружки, путинские марионетки спокойно проживают в Америке, зарабатывают деньги и так далее. Алейкум, Руса. Так, вчера в церкви стреляли, в кого-то тоже странно это все.
Не слышал про то, что в церкви стреляли. Видел сегодня видео, как застрелили женщину. Вот эти IC, по-моему, они называются. Ну, просто взял по беспределу 3 выстрела произвел. Ну, да, она наехать пыталась, ну, она газ дала там. И он мог просто отойти в сторону, ну или один раз выстрелить. Тем более женщина сидит в машине. Просто взять и убить вот так женщину. И потом Трамп говорит, все это было правильно. Сразу прикрывает он своих. Но это, может, такой акт устрашения. Может, сейчас американцы тоже будут, как на России, да, на Путинге ходить или на Трампинге. Будут ли поддерживать сотрудничеством другие страны, если Кавказ будет независимым? Замир, я не знаю, что такое будет Кавказ независимым, потому что на территории Кавказа много государств находится. Нам кто-то в оккупации, как мы находимся, кто-то в частичной оккупации, как Грузия находится. Поэтому... А сотрудничать мы, конечно, будем. А как еще? Мы живем в этом мире. Мир этот небольшой, особенно сейчас, когда появился интернет. Мир сократился, вообще уменьшился, как футбольный мяч стал. И, конечно, мы не то что будем, нам это жизненно необходимо сотрудничать со всеми. И инновации, технологии, образование, все нам нужно. И торговля, все нужно. Экономику поднимать. Мусульмане в рядах ЗСУ воюют за свободу Украины. Да, алейкум ахи нохчи от Лезгина. Алейкум Лезгин, Ашуэль. Так, подождите, друзья, этот. Я думаю, Трамп хочет со всех этих российских танкеров получать свою дань. Может быть, но сомневаюсь. Руснявые бойцы мечтают попасть в США, в трусах бегать по рингу. Да-да, одна мечта, Дэо. Последнее время UFC убирают из России и не берут оттуда. Не знаю, ничего не слышал. Что-то они в последнее время, вот наших кавказцев, если вы заметили, это Армения, Азербайджан боец там есть, армянский боец есть, дагестанский есть, ингушский есть, чеченский есть. Кто там еще? Ну вот, что в мире больше бойцов не нашлось, и все с Кавказа они оказались почему-то. Вот именно в этот период, когда сейчас на Кавказе разворачиваются события, точнее, готовятся к этим событиям. Очень странно. Очень странно. Валейкум Мовидин. Слава Украине. Свободу Ичкерии. Амин, Мовидин. Амин. Спасибо тебе большое. Слава Азербайджану, Мовидин. А если представить, что это 200-300 офицеров с Лубянки, то захват Капитолия для них будет делом техники. Представь, что они захватили Трампа и всю элиту. Не понял я. Нет, эти не смогут ничего сделать. Ему бабла сунь, говорит, он будет за Россию.
Так вы мне уже знаешь, сколько раз предлагали? Я уже бегаю даже от вас, что вы мне не предлагали. Вы думаете, всех купить можно, да? Вы бегаете, бегаете, предлагаете, то одних, то других мне подсылаете. Эх, вы, бедолаги, да, думаете, все деньгами решается. Кавказцы реально от природы бойцы и духовитые ребята многие. Огурец. Ну, есть, да, у нас бойцы есть, все время, потому что другой социального лифта, лестницы не существует. На Кавказе, в оккупированной Ичкерии, и все пытаются через спорт хотя бы выбиться. Образования, соответственно, нет никакого и так далее. Но почему именно сейчас и все там кавказцы оказываются? Вот все, да что в мире больше нету колумбийцев, кубинских, там, я не знаю, американский бокс, кубинский бокс. Ну, очень много, и в Европе очень много, очень хорошие школы, бойцы были всегда. Да и в процентном соотношении, просто если взять сколько, миллиард, 1,5 миллиарда человек, например, уже не только если брать Запад, ну, Латинскую Америку взять тоже, ну, огромное количество, 2-3 миллиарда людей, и что, и там только вот эти кавказцы только оказались, вот мы только оказались, что самые-самые, да, но не бывает так, не бывает, для чего-то готовят, для чего-то раскручивается, эта тема поднимается, муссируется и так далее, я уже давно сказал, для чего она готовится, для чего это все делается, будем наблюдать. Конечно, хватает. Конечно, Иркин, это все. Мне очень нравится, когда россияне начинают возмущаться. Вот, они захватили танкер, они там напали на Мадуро, там законно избранный, хотя он никакой незаконно избранный. Абсолютно. После Чавеса просто передали пост, как Путину, Ельцин передал. Путин тоже, кстати говоря, незаконно. Мне очень международного права нет. Американцы там хулиганы, бандиты, говорят. Ой, а что такое случилось? А что это вы вспомнили про международное право? Может, вы вспоминали международное право, когда вы взорвали свои дома и напали на Ичкерию? Или когда вы незаконно вписали в свою конституцию нашу страну и потом объявили нам войну, не объявляя, точнее, войну, напали на нас очередной раз? Может, поэтому, может, когда вы с Украиной, которой вы там давали, ей давали гарантии, что не нападете, а? Может, поэтому с вами так относятся, к вам так относятся и к вашим пособникам, к вашим союзникам? Может, поэтому? Мандеровка, привет. Очень мне нравится, когда они начинают, вот, международное право нарушается. Да вообще, вы это международное право, вы сделали так, что сейчас мир идет просто в тартарары. Вот это международное право, мировой порядок. Ваш Путин это делает. Понимаешь? Ваше ФСБ. Да, я как получается, как Албания читаю, как получается. Вот я иногда у меня перелистается вниз, я внизу могу почитать, потом иду вверх, читаю дальше. Как как получается? У меня здесь как получится. Типа скучно дерутся, они борцы в основном, а для UFC нужна драка на стойке, кровь, кулачки там, и так далее. Так. Видел, как Ингубай Сулейманов вместе требуют шариат Ичкерии? Ну, не видел, но ну, я знаю, вот, что это за персонажи, что это за люди. Это ну, абсолютно бесстыдные люди, я вам скажу. Абсолютно бесстыдные. Ни стыда, ни совести у этих людей нет. Абсолютно. Один сын судьи, который сидел наверное, на Западе это нравится, наверное, поэтому их, эти Ингулбаева здесь держат, им там, они врут открытую, помните, тогда там они взяли деньги, что там убили этого Абдурахманова, там еще там это рассказали.
они сами радикализировали чеченцев, сидели в этом, как у них он называется, не Телеграм был, а до этого ВКонтакте. Представьте себе, главный верховный судья, его сын, здание Верховного суда находится на территории, где вот рядом же расположен ФСБ. Назначается верховный судья субъекта, так называемого субъекта, президентом, то есть тоже ФСБшником. Сынишки сидят в интернете, ВКонтакте и создают группы, где они там джихад, священная война, и у тебя дома убивают людей. Весь мир от тебя отвернулся. Весь мир тебя продал просто. Прямо я вам скажу. Продал просто за то, чтобы там у Путина там нефть, газ сосать. И молодой 18-летний, 15-летний, 20-летний пацан, который ничего не видит, кроме мести, у него родственников убили, его страна оккупирована, ужас ужасов происходит. Сидят вот эти, и под этим видом выявляют парней, которые говорят, да, джихад, давайте там убьем этих там кафиров, там туда-сюда, кто пришли на нашу родину. Представьте? И эти люди сюда приезжают, и они борются за Ичкерию теперь. У них раньше глаза они замазывали. Тот же Сулейманов Джамбулат, то же самое. Тоже весь великий там борец за исламское государство, за шариат там и все остальное. Когда Пригожин пошел в Ростов, ну, имитировал бунт, чтобы выявить военных. Кстати, ему Кирилл Буданов в этом помогал. Получается, ну, информационно помогал, по крайней мере, то, что стало ясно. Он сказал, да, это была настоящая операция. Ну, чушь собачья, самая настоящая. Понимаете? И когда пошел Пригожин на Ростов, Джамбулат Сулейманов сделал объявление, сказал, мы готовы взять, возглавить Кавказ, провести референдум. Причем этот же Джамбулат Сулейманов говорил, что и Конституция не нужна, ее можно в печку выкинуть, что вообще никакой, мы только ислам, шариатское государство, исламское государство строим. А потом, когда Пригожин, КГБшник, пошел на Ростов, он про КГБшнику говорит, мы референдум, да мы уже провели, Сулейман, или как тебя там, провели мы уже референдум свой. Мы уже провели, пока ты там бегал за русскими, мы уже свой референдум провели, у нас президент был 1, 2, 3, 4, 5, у нас парламенты были, все у нас есть, и мы от этого не отказываемся. И эти люди здесь нам рассказывают, что мы представляют, вот эти все, посмотрите их, они все просто запятнаны. Запятнаны в связях с Россией. И они, вот все, кто запятнан, они нас представляют радикалами. Мы исламское государство построим. У нас есть государство, демократическое, правовое. Не, это не нужно. И тот, кто говорит демократическое, он не мусульманин. Жеңгулбаевы делали ролики, глаза закрывали. Вот они ролики делают, женщина, мужчина, глаза закрывают. Если женщина, вообще лицо закрывается. Представьте себе. А потом их снимают дома, у него и сестра сидит без платка, и мама такая особо не закрытая. А они нам рассказывают, как нужно, супер такие верующие. Это лицемеры. Это агенты российских спецслужб, работающие на Россию. Понимаете? И они нам рассказывают здесь какие-то сказки. Ну, слава богу, их никто не слушает. Но сам факт, что вот это много набирается, а кто-то смотрит, слушает, о, как он правильно говорит, такие вещи туда-сюда. А по факту, вот чем они занимаются. Хош букарнах. Хош букар. Хош вайц эршош, бюч цахильча. Вейнт аллахтештек, цунделяч, душун, оцнеадеш, душун, цаш, ишбушун идеш биш. Харсурт, вейнт аллахтеш биш. Одни из тех, какой загнали наш народ в это состояние, это вот эти люди. Их отцы, они, вот, они этим всем занимаются. Понимаете? А Западу нужно, вот, приглашают какие-то там, куда их там, украинцы приглашают на каналы, разговаривают там. Есть этот, Ломаев Муса есть такой один. Он мне звонил и рассказывал, когда там с Тумсо, что-то они меня там помирить хотели, что ли, что-то они меня там связывали с ним. Тумсо Абдурахманов есть, еще один КГБшник, тоже, иншаллах, машаллах, который там лицемер, как обычно.
И он мне звонил, говорил: нет, там надо помириться, мы там должны это. Я говорю: ну, у нас есть государство демократическое, у нас есть воля народа, у нас есть конституция. И он смеялся, говорил: о чем ты говоришь? Мы только шариат, только исламское государство. Понимаете? И сейчас эти люди в Украине их принимают, разговаривают. Настоящих, честных, которые с первого... Я 10-11 лет уже, 10-11 год. Я уехал, чтобы помогать Украине. Когда уже с Украиной началось, я понял, что нужно действовать и нужно заниматься информационным просвещением. Ни один украинский канал, ни меня, ну, Аяда там приглашали. Ну вот посмотрите тогда, что это, кто там борется. Какие-то там пророссийские все деятели выступают на каналах. То один, потом уже все, уже 15 печати ставить негде, какой-нибудь Арестович. Все, уехал куда-то, его санкции несли. Как это санкции? Как это может быть санкции? Ты предатель, если его так разложить по факту. То какие санкции? Арест и в тюрьму? Нет никакого ареста. Говорят, где-то в Америке он, я не знаю, может в России где-то он находится. Не знаю. Очень странно это все. Очень странно. За все это время журналисты меня не пригласили, меня не послушали украинские. Понимаете? Им это не интересно, потому что им команды такой не дается послушать. За то, что у меня возьмут интервью, я скажу про Путина Патрушева, им это не нравится, или про Дмитрия Кечкина. Им это не нужно. Им за это не платят. Вот и все. Победит Украина. Россия проиграет. Вот победит ли Украина? Россия уже проиграла. Победит ли Украина? Вот у меня вопрос поэтому возникает. Какие-то непонятные люди собираются, какие-то там изображают из себя какие-то там каких-то деятелей. Вот такие вот вещи интересные складываются. Я не к тому, что мне нужно интервью. Я каждый день сажусь и могу хоть 24 часа делать интервью и записывать, и у меня хватает, и интервью хватает, и общения хватает, и всего. Просто сам факт, просто сам факт очень-очень показателен. Очень показателен. Валейкум салам, Адель. Да, к Зеленскому гигантское количество вопросов внутри моей Украины, но Путин это другое существо, неоднократно переступившее все моральные границы. Давным-давно Путина, их, наверное, не было от рождения этих моральных границ. Евгений Смирнов. Не было. Россия, Путин, то, что сделали чеченцами, вот вам результат того, что здесь я сижу. Вот то, что сделали над нашим народом. То есть, вроде бы все, ну, ничего не было, все забыли, а мы не забыли. В Украине таких зверств они не делали, какие они сделали. Да, они в Буче там делали, я имею в виду массово так не делали, не как у нас делали. Вся Чеченская республика и ближайший Ставропольский, Дагестан были просто концлагерями для чеченцев. Там другие места, там Моздок вывозили, другие регионы своей фашистской Русни вывозили, над нами творили. Понимаете?
Они шариатом хотят вообще добить, говорит. Ну, я об этом уже неоднократно говорил и еще раз говорю. Они хотят, сейчас в Иране начинают события развиваться, да, давайте немножко об этом еще поговорим. И Иран со стороны севера и запада, и фактически и с востока окружен союзниками и американскими базами. Полностью по периметру. От Кувейта, Саудовской Аравии, что там у нас, Турция, Азербайджан, сейчас Армения, вроде бы уже союзные становятся. Афганистан, не зря там столько американская армия, вооружение оставила. Ну, Пакистан нет, я думаю. И будет сейчас, скорее всего, будет дробление, да, разделение будет Ирана. Азербайджан в этом будет принимать, я так полагаю, участие. И вот им в спину, Армении, Азербайджану, должны бить исламисты, которые должны заступаться против американцев, они должны быть, заступаться за Иран, ну, против американцев, против Израиля, против там и так далее, и так далее. С одной стороны, мне кажется, американцам это не нужно. Ну, абсолютно нелогично, чтобы это было нужно. Да, это никак не должно быть им нужно. С другой стороны, я не вижу, что кто-то что-то делает. Наоборот, я вижу, что каких-то исламистов в Украине площадку дают для выступления. Ну вот в этом демократические силы ни в Украине, ни на Западе не интересны. Нужны марионетки, которые будут использовать. Эти марионетки, они изображают из себя исламистов. Я думаю, в Бога вообще они не верят. Но вот они из себя изображают. И потом, когда начнется какая-то суета, да, война начнется туда-сюда, и в этот момент там, с Дагестана, с Ингушетии, с временно оккупированной Ичкерии начнутся нападки на американцев, на азербайджанцев, там, на армян, на грузин. Американцы скажут, ну да, надо разбомбить их, чертовой матери. Русские скажут, да, не волнуйтесь, мы сейчас все организуем и быстро всех эвакуируют оттуда. Под видом эвакуации депортируют, освободим Кавказ. А главное, там ненужные, это хозяева этого Кавказа, это мы, значит, там ненужные. Понимаете? Несколько тысяч лет мы там проживаем, и теперь вот так случается, не нужно. Вот как это может быть выглядеть? Я не думаю, что у Америки есть прямой мотив нас убивать. У Америки, у Запада, чтобы против нас воевать. С нами можно договориться. Но Америка, ей нужны марионетки, вроде Закаева. Я не думаю, что он им интересен. Он просто хочет представить. Американцам что нужно? Им штыки нужны. Вот если будут штыки, вот на кого можно положиться, сила нужна им. Ну, чтобы попользоваться, как это уже было. Непосредственно убивать им не нужно. И никакая демократия американцам не нужна от чеченцев. Им лучше, если он исламист будет. Во-первых, у него меньше прав будет, он ничего не понимает, давай иди воюй. А если нужно, и тебя можно грохнуть. Ну, исламист же, не человек. Ну и все. Концы в воду. Вот так я это вижу. Ну, такая циничная политика, короче, мировая. А Россия под этим видом пытается представить нас исламистами. Вот Закаев продвигает эту же линию. Вот эти все пророссийские. Ну, они все связаны с Россией. Они меня пытаются как угодно связать с этими россиянами, с Кадыровыми. Как-то меня хотят. Не получается. Я их всех отдалил от себя. Никак не даю им никакой возможности. Но они работают. Они по-всякому работают. Ну, много чего они там вытворяют для того, чтобы меня представить, что я как бы тоже, как они, завязан с этой фашистской русней. Но ничего у них не получается. Но они работают. Если бы их усилия хорошее русло, я думаю, много полезного было бы. Но, к сожалению, ничего полезного там не будет.
Так, что у нас? Да, хотят. Асан, даже если все, как ты говоришь, будет так, как ты говоришь, ты думаешь, у Америки настолько слабая разведка, они настолько тупые, что во все это поверят? Я не понял, о чем ты говоришь? О том, что исламисты или нет? Ну, смотри, если Россия говорит, что и весь мир говорит, что мы внутреннее дело России, то как граждане России мы подпадаем под юрисдикцию России. И мир говорит, это внутреннее дело России. Геноцид и уничтожение женщин, детей, взрослых, мужчин, всех подряд, когда стариков уничтожали, Запад как, беженцев принимали и говорили, внутреннее дело, все, да, до свидания, короче. И сейчас то же самое будет, именно в этом вопросе. И им важно запустить этот процесс. А Америке, ну, какие-то там террористы что-то взрывают. Ну, с одной стороны, если они там, например, на Америку нападают, на Армению или Азербайджан нападают, но значит, нужна помощь Америке, вооружение нужно и так далее, и так далее. Ну, вроде тоже нормально. Вот если бы, например, евреи и арабы сектора Газа или арабы Палестины договорились бы и не воевали бы, не убивали друг друга, это было бы хорошо для евреев, правильно? Мне кажется, да, их бы не убивали, на них бы 1200 человек их за один день не убили бы. Там ракеты, ножи, с ножами не нападали бы, ракеты не запускали в них. Для евреев, для Израиля это был бы, ну, рай. Тогда нет врагов, все со всеми в мире, все, инвестиции потекли, все евреи со всего мира приехали бы, кто не сейчас боится даже ехать, те бы приехали бы. Правильно? Правильно. А почему не делали? Не могли? Могли. Я думаю, Америка могла бы Россию остановить, Хизбаллу остановить. Сейчас Иран боится там, не знаю, лишнее слово сказать против Америки. Но не делали. Почему не делали? Почему? А если бы мир наступил бы, израильские женщины не служили бы в израильской армии. И уже тогда бы это была бы не такая сильная военная нация, как сейчас она является. Много здесь возникает таких вещей, что ну, воевать интересней, выгоднее, чем не воевать. Особенно, если это ты делаешь чужими руками. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Поэтому, если на Кавказе будут, да, мотива нет, но если есть, ну, что, мешает, что ли? Прилагать усилия, чтобы разоблачать Россию, спасать каких-то там чеченцев, дагестанцев, ингушей. Да кто они такие? Не нужно их спасать. Да, пусть Россия попользуется, их зачистят Кавказ. Кавказ это ворота, это очень удобно. Иран зачистят, там будет тюркский мир. Армения будет мощная против тюркского мира, которая крепкая там будет. Ну вот, нормально, все, транзит с Азии, там 3 моря, Каспийское, Черное, Азовское, это все тоже как бы под контролем. Нефть, газ, ну как бы люди ж не думают о каких-то там высоких идеалах, о высоких ценностях каких-то человеческих. Все думается выгодой, интересами.
интересами. Ну, вот как-то так. Поэтому, если это произойдет, значит, в этом Запад заинтересован был. Если это, сейчас мы говорим об этом, мы это поняли, мы это распространяем об этом. Если это, а это дальше идет, никто ничего не останавливает. Пытаются с армянами ставить, пытались сбить азербайджанский лайнер, сбили азербайджанский лайнер. Ну, благодаря тому, что он не упал в воду, он долетел до Казахстана. И мы узнали, что это сделали россияне. Сразу же Кадыровы сказали, что это они сделали, что они били там по дрону, там туда-сюда. А потом стало ясно, что никакого ПВО у них нет, а есть только у военных. Понимаете? А для чего это делается? Азербайджанцами нас рассорить. Как только попадание произошло, еще самолет даже, ну, только упал на территории Казахстана, перелетел Каспийское море, упал, в интернете сразу с одной стороны троллятина, такая махровая троллятина под видом азербайджанцев сразу на чеченцев начинает гнать, и под видом чеченцев другая троллятина сразу же начинает отвечать. И потом полезные идиоты потихоньку подтягиваются, которые видят, там, наши бьют, начинают там азербайджанцы за азербайджанца и так далее. И только благодаря тому, что самолет долетел до земли и не упал на территории России, стало ясно, что это все-таки стреляли из не там какими-то там зенитками, а противовоздушной вот этой системой. Его выводили специально, в Махачкале не дали сесть, потом в Грозном не дали сесть, в Кавказе не дали сесть, по-моему, в Махачкале только. И подводили его, он 3 круга сделал, 2 раза ему запретили. И его подводили под этот выстрел, знаете, как гонят, когда там птицу под охотника, подогнали дичь и эти выстрелили. Это для чего делалось? Для чего азербайджанский самолет вот так уничтожать? Зачем убивать людей? А для того, что азербайджанцы на чеченцев подумали. А это чеченцы сделают. И чеченцы подумали. А потом, когда азербайджанцы начнут на чеченцев, азербайджанцы не начали. Тролли начали на чеченцев гнать. Чеченцы такие, а вы кто такие азербайджанцы? И давай обратку, короче, на них. И все, и уже ненависть, неприязнь. И сейчас против Армении тоже готовится, против Грузии готовится, чтобы вот стравить. Чтобы мы потом, мусульмане, христиане, разделить и воевали. А нам это не нужно. Все, кто в этом участвует, кто это видит, а Запад это видит, конечно, у них разведка есть, они прекрасно видят то, что я говорю, они знают. Я знаю, администрация Байдена точно смотрела, я думаю, и эти смотрят, трамповская администрация тоже смотрит. То, что мы тут говорим. И даже если они больше ничего не знают. Они же понимают, да, прямого умысла у них, наверное, нет. Но если такое происходит, русские им предлагают такие условия. Вот смотрите, мы вот вам дадим возможность, мы там будем вам... Ну ладно тогда, ладно, шнурки. Давайте, делайте свою схему, схематозники. Делайте свою схему. И эти делают эту схему, ну и получают результаты. А это кровь, горе, убийство, смерть и так далее. Понимаете? Поэтому вновь и вновь нужно предупреждать наших людей на Кавказе. Это не только чеченцев коснется, это дагестанцев коснется, это ингушей коснется, это черкесов коснется, это все другие народы, и осетин коснется. Это все будет эскалироваться. Это неизвестно, куда вырулит. И никогда мы не придем в себя, такие разбросанные по всему миру, будем постоянно долбиться, какой акты, терроры. Ну как, посмотрите на арабов Палестины, на арабов сектора Газа. Это были образованные, нормальные люди когда-то. Все, они потеряны, все. А причем, когда начиналось это все, в 48-м, 49-м, когда Израиль только-только формировался, там у них конфликты начались, 50-е, 60-е годы. Сама Палестина, сами арабы Палестины, это были образованные врачи, инженеры, ученые, это были очень умные люди, их везде там, конфликт был, возник там, искусственно накрутили. Фактически арабы, арабский мир отдал вот этих арабов, называя их там, я не знаю, цыганами арабскими, еще как-то их называя, отдали их России и сделали из них марионеток. Понимаете? Арабский мир их отдал на откуп. Они повелись на это.
И все арабский мир поддерживал их, Турция их поддерживала, Иран их поддерживал, фетвы выписывали, что против евреев воевать надо. Понимаете? А что сейчас с ними стало? Это абсолютно разрозненные какие-то группы, нищие, необразованные, ненавистью уже накопленные. Они сколько лет в этом живут. Понимаете? Это жертвы. Жертвы вот этой мировой геополитики. И сейчас этот конфликт хотят перенести на Кавказ. Очень удобно, видимо, там понравилось тем, кто держал этот конфликт в Израиле, на Палестине. Теперь, видимо, не прочь и здесь. Россия первая это продвигает. Зеленский предлагает Кадырова арестовать. Понимаете? Не Путина арестовать, а Кадырова арестовать. Видимо, это свой уровень, наверное. Наверное, вот эти десятки тысяч, они столько уже на чеченцев нагнали. Папа Римский говорил, Бучи это чеченцы делали. Илларионов сидел, нам сказки рассказывал, как заградотряды ставят, там чеченцы не дают бедным русским мальчикам, короче, отступить и так далее. А мы смотрим ролики, все сами пленные рассказывают, все сами рассказывают, наши обнуляют, наши командиры нас расстреливают, наши там нас расстреливают, если отступаем, не выполняем приказ. А нам рассказывают, что вот чеченцы, до Папы Римского дошло, начал рассказывать, что это буряты и чеченцы. Говорят, у русских нет в культуре убивать в Буче то, что было. Это нет. Это закрепляется за чеченцами, за бурятами. Понимаете? А там не было ни одного чеченца. Понимаете? Ни одного просто. Слава Богу, там просто не оказалось ни одного чеченца. А то бы все повесили бы на чеченцев. Ни одного, сами известно, установлено, этот Христо Грозев сидел, рассказывал, да, это там чеченцы, там заградотряды, там Бучи, Мучи и все остальное. Чушь собачью несут, понимаете? А потом скажут, да это же не мы, это он Кадыров все начал. Причем русские и украинцы это братья, а начал Кадыров вместе с бурятами. Пришли там, напали и так далее. И Алаудинов там тоже ведет сейчас войну. Это какой он чеченец? Это русский. Нам рассказывают там чеченец. Эти люди убивали чеченцев больше, чем русские. Ради России. И они там рассказывают какой-то там... Его зачем выдвигают? Кто такой Алаудинов? А? Он абсолютно ничего не понимает, что происходит. Да? Это просто агент ФСБ, который выполняет команды, которые ему дает. Он там внутри в Чечне, кто был против там, Путина, там, Кадырова, их всех там слил, уничтожил, сдавал их. Сейчас приехал, здесь дальше занимается. Вот и все, вот герои России. А потом это чеченцы, чеченец. Какой это чеченец? Не чеченец. Никакой это не чеченец. Чеченец не может быть за своих убийц. Понимаете? Не может за убийц, который на протяжении истории уничтожал его народ. Он не чеченец, он русский, он враг. Он хуже врага, это предатель. А нам расскажут, что вот там чеченцы. Потом какой-то украинский там, какой-то попик, что ли, мопик, что ли, какой-то бобик. Сидит там постоянно там по чеченцам, кость про чеченцев. Вам поговорить, что ли, не о чем, что ли, кроме как о чеченцах. Ну, поговорите про украинцев, которые перешли на сторону русских. С ними пообщайтесь. Почему о них вы не говорите? Вот сидит там про чеченец рассказывает. Какие они чеченцы? Это россияне. Сидят, вот, они боятся, они ничего не говорят. Это смотрите, какие там. Есть такой блогер Фауст, доктор Фауст. Михаил, по-моему, зовут. Отличный парень был, все нормально. Написал заголовок такой мощный у себя. Страх и предательство чеченца там туда-сюда. Какие-то шпана какая-то сидит там, 20-летняя, 18-летняя. Он им рассказывает, а ты что, родину предал, а ты это сделал, а ты то. Я ему написал комментарий, я говорю, ты подумай сам, на 2 поколения еврейскую историю вернись, и сидит где-то под нацистской оккупацией еврей, и ты ему звонишь и говоришь, вот какой ты трус, ты что это против нацистов не встаешь, они ж тебя убили, да это сделали. А он если слово скажет, его семью потеряют. Просто слово, если он скажет. И это как будто не понимают, что люди, или я не знаю, люди, или идиоты, или за хайпами просто бегают там, чтобы быстренько там хайпануть, там еще что-то сделать. Не понимаю просто, зачем это делается.
Не понимаю. Канал «Дождь» и «Живой гвоздь», они тоже все время про Чечню и Кадырова говорят. Абсолютно точно, Эркин. Это те же самые, которые тогда, когда был геноцид чеченского народа, они тогда легитимизировали. С одной стороны были такие русские имперцы, которые уничтожить всех, убить. А с этой стороны были такие, которые за права говорят. Это, там, например, Шендерович, там, Венедиктов, кто там еще, Фельгенгауэр, кто у них еще там есть. Ну, много таких вот этих всех деятелей, кто на «Эхо Москвы», там, этом, на канале «Дождь». Есть там, как Трикадзе, что ли, по-моему, есть на этом «Дожде». Ну, просто матерая, просто чеченофобка, просто фашист самый настоящий. Сидят, просто оттуда сюда перебрались, и дальше, как будто они, ничего этого не было. А все замараны, все, от российских так называемых правозащитников, кривозащитников, до этих пропагандистов. Вот сидят, спокойно разговаривают, их здесь держат, там, с ними разговаривают. Ходорковского возьмите. Но это просто матерый, просто преступник, просто деватель, просто обворовал всю Россию. Понимаете? За буханку хлеба, за украденную курицу России 10 лет дают. Отсидел там 10 лет, там еще накинули, там чуть-чуть поиграли, выпустили его сюда, и он здесь такую сеть развернул. Давайте представим, что Усама бен Ладен здесь там сеть открывает свою и сам вещает, сидит, рассказывает там. Людей убивали, доказанные факты есть, как его вот эта банда Ходорковского людей убивала. Мэра там города нефти, ну, вот там города, Петров, по-моему, фамилия была. Его убили, мужа, жену убили, сидят пожизненно, получил его начальник охраны. Сейчас Волкова из ФБК хотел выкрасть, там по башке настучали, тоже там, ну, по крайней мере, так средства массовой информации утверждают. Пичугин, который начальник охраны, сидит пожизненное, получил там трупов, наверное, немерено, доказано не все. И все, и нормально, все разговаривают. Собчак, например, отлично себя чувствовала, жила, в президентских выборах участвовала, как у там королевой была на России. Сейчас приехала сюда. Другие там военные корреспонденты разные понаехали сюда, там они под видом еврейства некоторые выезжают сюда. Все вот это спасает. Нет, друзья, еврей не еврей, если геноцид принимал участие, одобрял, ну хотя бы моральную ответственность ты должен нести за это. А так, так получается, что дальше ты продолжаешь Путина поддерживать. Невзоров, например, тоже доверенное лицо Путина, сидит такой весь. В Израиле его принимают, ему аплодируют. У меня друзья есть в Facebook, они там, он что-то сказал хорошее про евреев. Евреи, о, какой молодец, Невзоров там туда-сюда. Ну, кого взять какого-нибудь, кого самого матерого антисемита просто, который там призывает убивать евреев. Причем евреи убивают этих пропагандистов, которые против них выступают. Уничтожают. Просто, хоть это и не комбатант. Давайте я буду их тоже у себя постить, говорить там и так далее. Как это будет выглядеть? Нет, чужое горе не волнует. Это он же про нас хорошо сказал. Вот все, будем за них и так далее. Но нужно быть справедливым ко всему. Есть преступник, есть преступник. Матерый КГБшник, доверенное лицо Путина. Ну как это так? Вот такой вот мире мы живем. Лицемерном двуличном мире. Русские бандиты убивают чеченцев, сейчас убивают украинцев. Да, Снабек. Кто сказал, что чеченцы убили мэра? Это Ходорковский сказал, что убили? Ну, может, чеченцы тоже кого убили. Но я знаю, что начальник охраны его сидит пожизненно. Про человека под псевдонимом Фауст полностью с тобой согласен. Он не понимает эту тему, имеет лишь поверхностное знание. В результате у него выходит бутер какой-то. Евгений, я очень хорошо отношусь к Фаусту, Михаилу.
Это, мне кажется, это очень умный и порядочный человек, чтобы было понятно. Но вот когда такие вещи происходят, просто ты не понимаешь, ну как так? Ну как так? Натаньяху тоже странно ведет себя с Путиным. Связь держит через него, что-то передает Ирану. Там все это выглядит странно. Иди, или мы чего-то не понимаем. Ну, мы явно чего-то не понимаем, да, Натаньяху говорит после всего этого, что он в хороших отношениях, ну, у него личные отношения хороших, он не говорит, личные деловые отношения у него с Путиным до сих пор. Ну, какие у тебя личные отношения, если тебя там убить хочет? Твоих людей убивает. Ну, кто 70 лет, 80 лет финансирует? Для нашей безопасности, говорит. Ну, евреям лучше знать. Пусть евреи сами с Натаньяху разбираются. Ну, я общался с евреями, они говорят, он очень патриотичный, очень проеврейский, произраильский, там его вся семья воевала, он сам всю свою жизнь служил, воевал, там все такое. Может и так, может и так. Евреям лучше. Они, я думаю, я доверяю евреям, которых знаю. Если они считают, пусть они сами разбираются со своим политиком. Нефтеюганск, да-да-да, Нефтеюганск это был. Да, говорил, да, что нефтеюганские, что чеченцы. Ну, конечно, Ходорковский. И Ходорков здесь целую сеть развернул такой, сидит, умный, да. И это все устраивает всех. Так. Можно считать евреями людей, которые не чистокровные евреи, ведь большинство они смешанные с русскими, они многие даже еврейский язык не знают, Собчак, Ходорковский и так далее. Ну, во-первых, можно, неважно, знаешь ты даже язык или нет. Хотя, конечно, надо бы знать свой язык. Это не зависит. Главное, твое мировоззрение, как ты относишься к евреям, еврейству. Вот если они относятся к еврейству, тогда их можно считать евреями. А если он в душе русский, вот, например, Кац есть такой один, и Варламов, по-моему, тоже есть такой кучерявый весь. Они идут по Израилю. И знаете, это бросается вот этот русский шовинизм в глаза, когда человек идет и говорит, какой, типа, священная святая земля, там земля обетованная, там все, там говорили, и вот такой намек у них, там, может, чем-то пахнет, может, собака там где-то там, что-то там, может, человек там, может, пьяный кто-то что-то или еще что-то, ну, не знаю я, мусор, может, там лежит, ну, мочой, извиняюсь, там пахнет. И он говорит, о, там, это что ли? И, короче, типа, у нас в Москве такое невозможно, типа, вот такой намек. И ты понимаешь, какие они евреи. Фамилия еврейская, может быть, внешний вид еврейский, может, они паспорт еврейский имеют, израильский. Но на камеру он русским он сигнал дает тем, кто в России. Ребята, я свой. Смотрите, фу, это что такое? Это мы, российские евреи, это такие, белая кость какая-нибудь. Вот приблизительно так. Я просто знаю чеченцев, которые тоже там московские чеченцы, там богатые чеченцы, там крутые, а остальные. Но это что это? Ну, это какие-то там непонятные чеченцы, которые по-русски плохо говорят. Фу, вот таких я просто знаю. И они всегда были манхуштами за Россию. И у нас от этого большая беда была, от таких вот. Поэтому важно не то, что ты знаешь язык, и даже по крови у тебя может быть, ты можешь быть там на четверть только еврей, но ты можешь быть за свою страну, за свой народ, который страдает. А можешь быть чистокровным и по маме, и по папе, а быть 100% за русню. Вот так может быть. Сложно разобраться. Особенно у евреев. Там каждый, как в Германию, например, приезжают, делают справку, что у него там бабушка, тетя, какая-то там немецкая кровь там, или еврейская кровь. И все там получить. Удобно ведь? В любую страну можно поехать. У тебя, короче, в случае чего сбежал, там спрятался, тебя все, тебя не выдают.
Там много можно получить плюшек, получив израильский паспорт. Но поэтому много там затесавшихся разных всяких чуваков в нем. Выйди на 10 километров из Москвы. Да, абсолютно, Эркин. Я-то знаю, и Москву знаю, Московскую область знаю, и Рязань. Кажется, пирожок из еврейской теста с русской начинкой. Ну, мне тоже. Я думал, он еврей, думаю, такой фамилия, внешний вид, вроде похож на еврея. А когда он это сказал, думаю, нет. Это такой пирожок, точно, да. Ходорковский врет. Ходорковского тоже надо судить за войну в Чечне, так как он был спонсором убийства. Да. Ты все верно сказал, невозможно требовать многого от заложника, даже если это заложник целый народ. Да, Евгений, но этот народ ведь стал заложником. Не просто там вот пришли, все руки, лапы подняли и сдались. Это же не так было. Весь мир наблюдал, как мы сражались, как мы через жернова просто ада проходили. И мы потеряли 25%. Вот какой народ, вот сейчас в Германии, не дай бог, 80 миллионов населения живет. Ну, 20 миллионов немцы потеряли бы. 7 миллионов они во Вторую мировую войну потеряли. Да, все, слушались и попробовали бы на территории ГДР сказать свое мнение против там Штази, например, что бы с ними стало. А над нами еще самое коварное использование. Они против наших родственников применяют методы. И даже если ты уже зол, даже и умереть готов, расстаться с этой жизнью, то ты думаешь, ну, не убьют тебя, просто родственников запытают. И держишься. Вот так бывает. Так, друзья. На танкере были русские и украинские матросы арестованы. Интересная вещь. Ну, смотри, Асланбек, у империи, у русской империи есть такой принцип использовать завоеванные народы. Вот кого в Европе использовать против Европы лучше всего сейчас, в данный момент? Это украинцы. Кого использовали против Европы, когда была у нас война? Это чеченцы. Теракты сделать, провокацию сделать, чтобы, во-первых, нас дискредитировать как нацию в глазах Европы, немцев, например. Но, во-вторых, внимания нет. Внимание. Русским внимание есть, к другим внимание есть. А к чеченцам, они вроде пострадавшие, приезжают, там помощь нужна, третье, десятое. Вроде внимания никакого нет. Они как бы в статусе пострадавших. И как бы враги России там все, не представляют угрозу. А вот так делается. То же самое с украинцами. Украинцам везде двери открыты были. Сейчас уже многие закрывают эти двери, но они были открыты. И они использовали вот этих, кого обманом, кого за деньги, прямо зная, что он работает на Русню, кого-то просто обманом. Просто обманом. Просто развели, давай сделай то все. Ну и, конечно, среди украинцев много манкуртов. Война началась, и до сих пор они есть. До сих пор. И во власти они есть в Украине до сих пор. Как-то так. Поэтому, да, слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Менгеле, героям слава. Героям слава. Так, друзья, мы уже 1,5 часа, уже больше 1,5 часа в эфире. Я закончу свой сегодняшний стрим. Один вопрос отвечу только. Аслан, как считаешь, с танкерами это был разовый ход или это начало увлекательного сезона? Женя, это как раз я задал вопрос, хорошо, что ты мне его задал. И у нас здесь голосование было, будет ли дальше задерживаться суда Теневого флота России. Да, ответили 65%, нет, ответили 35%.
Я думаю, конечно же, да, Жень. Я думаю, да. Не буду говорить, конечно же, потому что решение принимаю не я, поэтому я думаю, что Россию будут давить. Будут давить. Может быть, кто-то на Западе захочет с Россией, ну, и хочет, и мы это видим, поиметь с нее денег, там все остальное. Но вот есть Британия, которая не согласна становиться послушной какой-то непонятной продажной, извиняюсь, девкой, за деньги продаваться. Поэтому будет этот флаг здесь у меня тоже висеть. Отдельную благодарность объявляю Великобритании. Хотя Великобритания на самом деле очень много делает, ее просто не особо видно. Сильных особо сильные не светятся на самом деле, я так думаю. Поэтому я думаю, конечно, будет. Будет, и Россию будут давить, будут отнимать все. Сейчас очень удобно, очень выгодно даже отбирать. И посмотрим. Я думаю, да. Настоящие украинцы защищают свою страну. Да, Ламанас, совершенно верно. Тут очень много из Украины прорусских. Да, Ламанас, не то чтобы их больше большинство, но да, здесь есть, да, есть такие. Так. Эти танкеры начали делать через офшоры еще 90-е годы. Понятно. Понятно. Когда домой, говорит, GM. Скоро, GM, скоро. Там и мальтийские офшоры были, и агенты КГБ. Да, к сожалению. Ладно, друзья, спасибо, что смотрите, поддержите. Завтра постараюсь тоже выйти в эфир. Всего самого хорошего. Слава Украине. God bless the United States of America and Germany and United Kingdom and Ичкерия. Am Израиль Хай. Ночи хам динду. Ичкери юлщу. Адикиэль маш ойл. До завтра. И тебе, Жень, спасибо. Пока.